Семья из Иглинского района представит Башкортостан на встрече семейных традиций и ценностей в Москве. На мероприятии, которое пройдет 4 июля в Госдуме, Тукумбетовы выступят с творческим номером, показав культуру нашей республики. Члены семьи не раз участвовали в конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. Недавнее достижение – 3-е место в номинации «За сохранение духовно-нравственных ценностей» на празднике родословной в рамках книжной ярмарки Китап-Байрам. О семейных традициях и музыкальном творчестве Тукумбетовых в сюжете нашего корреспондента Алии Ильтубаевой. Пока мужская половина семьи выносит все для плова, женщины с детьми собирают ягоды и месят тесто для сладостей. Обязанности к подготовке застолья Тукумбетовы разделили поровну. За башкирский баурсак взялась Гульнур Исхакова, самая старшая в большой и дружной семье. А помогают ей в этом нелегком деле младшие внуки. Сначала смяли, потом раскатываю. Для того, чтобы тесто не было слишком жидкое, я добавила туда муки. Меня так учила бабушка. Масло надо прокипятить, и потом только уложим в баурсак. Семейные рецепты уже мы готовим каждый раз уже. Баурсак готов, а это значит, что дело за главным блюдом. Над пловом трудится мужчина во главе с Фагимом Тукумбетовым. Вместе с братом они выполняют мужские обязанности и дают наставления своим сыновьям. С папой мы всегда все делаем вместе. Топим баню, колем дрова, строим дом, готовим. Всегда вместе. Старшие приобщают младших к традициям не только через физический труд. Наша республика славится своим традиционным музыкальным искусством. Поэтому баян, кура и домбра – те инструменты, которые появляются в руках ребенка с самого детства. Творчеству посвящена вся жизнь Тукумбетовых. Глава семьи Фагим – певец-баянист, а его супруга Гульдар – старший культург Иглинского дома культуры. Вместе они не раз участвовали в республиканских конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. Тем временем общими усилиями стол накрыт. За ним не раз прозвучали веселые истории и воспоминания из детства. Ни одно семейное застолье не обходится без музыкального сопровождения. На то есть повод. В гости к ним приехали родственники и друзья. А такие встречи всегда самые долгожданные. Мы своих детей учим готовить свои национальные блюда. И обязательно, как мы сами люди культуры, учим их своей культуры. Песни, игра на национальных инструментах. Семья, когда близкие, самые близкие рядом. Секретов особых таких семейного счастья нет. Но я так думаю, что уважение, внимание, любовь всегда должны присутствовать. Ведь главное в жизни человека – это семья, поддержка близких и родных. Алия Ильтубаева и Вадим Исламов. Новости, Иглинский район.